Все, мы в эфире. Ассаламу алейкум. Приветствую всех, друзья. Сегодня 10 сентября 2024 года, 19 часов 2 минуты по Европе и 20 часов 2 минуты по городу Джахару. Я вас всех приветствую. Сегодня у нас очередной стрим на платформе открытого диалога, 67-й стрим. И с нами снова сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Эдигов. Аят Эдигов, Машуль. Ассаламу алейкум. Аят, сразу тебе слово, как обычно. Добрый вечер, друзья, все, которые здесь у нас пришли. Мы здесь короткое время занимались подготовкой Дню независимости Чеченской Республики. Сейчас снова начали этот наш стрим вести. Но в основном-то будем говорить о том, что происходит сейчас в мире, что происходит в Америке и как нам оценить эту ситуацию. Главным образом мы видим, что в Украине ситуация как-то не меняется, хотя есть надежда, что она изменится. Разговоры идут, ждут все, когда Америка поможет Украине, даст оружие, даст, какие-то другие способы ведения войны. Но что-то Байден стал медлить с тем, чтобы это решение принять. Он затягивает это. Почему он затягивает это решение? Что происходит? Почему они там здесь какие-то движения делают, демократы, и в то же время здесь активизировались консерваторы во главе с Трампом, вы знаете. Что делать? В основном ситуация такая. Есть мнение о том, что все же Байден боится развала России, который может принести только то, что если развалится Россия, то получится так, считают они, что дальневосточные все территории, которые были когда-то отторгнуты Российской империей Китая, что Китай их вернет себе. А это очень большие запасы, знаете, всех руд, нефти и другое. Поэтому здесь такая опасность. Это первое. Второе, но после того, они думают, после того, как они будут давать это массированное все оружие, такое я здесь слушал разных там лидеров, разных блогеров, американских и других, они считают, если они будут столько много отдавать все, что у них, то у них запасы в Соединенных Штатах Америки могут уменьшиться, и в случае войны, скажем, на Дальнем Востоке с Китаем у них может не хватить этого. Это еще один вопрос. И, они тогда хотят перейти на способ решения проблемы войны и мира с Украиной на механическую борьбу. То есть сообщение информации, доведение до ситуации, где какие войска находятся, кто когда нападет. В общем, военные все эти действия, они собираются и делать будут еще более активно в пользу Украины. Одним словом, все происходит таким образом, что, есть у них еще традиция такая сложилась, что перед избранием нового президента, есть традиция, что уходящий президент не должен связывать с какими-то будущими проблемами нового президента. Это тоже традиция. Такие вещи и такая ситуация, которая складывается, как-то здесь затормозила, видимо, выдача этой
оружейной, такой сказать, нехватки в Украине. Хотя Украина и защищается, и воины борются, и бьются, но, несмотря на это, все отмечается и отмечает, что нехватка оружия, нехватка, значит, разных самолетов, разных там орудий. Все это все является тем, скажем, моментом, который сегодня не дает развернуться и для того, чтобы вот Украина могла бы изгнать российские войска. Еще один очень главный момент, который отмечается, что победой Украины над Россией Россия может развалиться, и в этой России может быть гражданская война. Эта гражданская война может привести тоже к тому, что это приведет к тому, что снова Китай может захватить эти все дальневосточные территории. Вот такая вот проблема рассматривается в мире со стороны, скажем, Америки, и к нему свои интересы еще подтягивает, конечно, Запад. Вот такие проблемы стоят, и еще много других проблем, которые мы с вами не знаем. В то же время, вы знаете, сейчас еще возникла проблема между Ираном и Россией. Она заключается в том, что вот у них там есть такой коридор или перешеек между Турцией, Арменией и, скажем, Азербайджаном, который должен быть как-то решиться в пользу как бы Армении со стороны России предполагалось, и этот вопрос как-то они хотели решить. Но сейчас это пошло в сторону того, что Россия стала поддерживать именно Азербайджан в решении этой проблемы в пользу, скажем, Азербайджана. Турция, вернее, Иран выступил открыто против этой затеи и осуждает сегодня Россию за такие вот действия. Там происходят вот такие вот толкования, столкновения политически-словесные на данном этапе. То есть это идет к тому, что Россия снова может в этом смысле значит, в пользу Украины сыграть. Так что вот такие дела происходят в мире. И еще к тому же вот наши вопросы, чеченские вопросы, которые мы знаем, как они, значит, развиваются, что происходит в Украине. Об этом тоже мы поговорим, если вы зададите какие-то вопросы, тоже будем говорить, отвечать. Давайте вот поговорим вокруг этого, потому что вы знаете, что вот мы сейчас провели вот эту конференцию в связи вот с Днем независимости Чеченской Республики Ичкерия. Там было много вопросов. Мы говорили о том, что происходит, как была создана наша страна, на какой основе, как вот это все извращает Россия, Кремль, утверждая, что нашего государства не было никогда, в то время как мы создали свою страну раньше, чем это Российская Федерация России. Я думаю, что вокруг этого мы можем все поговорить. Если будут вопросы или какие-то дополнения, пожалуйста, давайте. Я готов отвечать. Наверное, и другие участники будут отвечать. Давайте вокруг этого поговорим. Все. Благодарю, Аят, благодарю. Приветствую вновь всех вошедших. Петро, модный доктор Палом. Всех слава Украине, героям слава. Друзья, напоминаю, что у нас стрим идет на YouTube-канале, в TikTok и в Telegram-канале. В Telegram-канале вы можете задать вопросы непосредственно, сами принять участие и говорить на эту тему. Если вы зададите вопросы здесь у нас в чате, в TikTok или в YouTube, я зачитаю. И Аят Эдигов, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, ответит на ваши вопросы и комментарии. И вот здесь Эдмамедов говорит Аят, и это, по всей видимости, такая наболевшая тема, которая сейчас усугубляется в этом плане. Это касательно того, что сейчас
будут привлекаться к боевым действиям граждане Чеченской Республики Ичкерия, оккупированной Ичкерии. В этом контексте, Аят, что можно сделать? Потому что, как вы уже знаете, система идет в разнос, российская система, и чеченцы, которые были оставлены миром один на один с этим людоедом, в заложниках, оказались в вооруженных силах или же в карательных силах российской армии, российских силовых структур. Что делать и как быть, Аят? Но это известная практика, когда Российская империя, все те территории, которые она захватывали, еще при царской власти, когда не Первая мировая война была, Вторая мировая война была, они все эти народы, людей этих, вот скажем, с этих национальностей, гнали это на войну, как пушечное мясо, и многие они гибли. Сейчас то же самое происходит. Наша территория, наша страна оккупирована, и незаконно оккупированы. Мы об этом заявляли не раз. И сегодня люди, которые возраст, которые могут воевать, их армия российская пополняется нашими, скажем, людьми, которые Аят, не могут отступить от этого. Да? Бехмабилая, у тебя в Телеграм микрофон не включен, тебя не слышно в Телеграм, мне пишут. Теперь слышно меня? Или там Телеграм прям скажите. Отзвука на микрофон, шалате езу аят, чтобы они могли говорить, и если когда захотят. Но они могут сами включать тоже, я думаю. Слышно меня или нет? Сообщите. Да, ты должен им включить, и потом они могут включать и выключать. Да, я вот включаю им, да. Ну вот, кто подключается, пожалуйста. Правда, в этом я не совсем знаток, но все равно я включил их, да. Но слышат они, да? Все слышно, да. Ну, одним словом, дело обстоит так, что это практика, которая, значит, имеет историю всегда этих людей, в том числе и сегодня, скажем, чеченцев, которые не хотят, ну, их гонят практически, их гонят на войну. Если они не пойдут, их заставляют идти туда. Если они где-то там что-то натворят, это, значит, прямо начинает гнобить, как говорятся, семьи этих людей. Это имперская позиция. Это не только они чеченцев гонят туда, на эту войну. Они гонят и дагестанцев, и осетин, и кабардинцев, и якутов, и башкиров. Они этих людей, когда мы воевали против России, пригнали к нам, и они убивали наших людей. То есть мы это знаем, да. Что делать в этой ситуации? Наверное, есть один только ход. Стараться не участвовать в этой кампании, выйти из этого. Как это возможно? Сейчас вот мы не можем сказать, но, по крайней мере, надо делать все для того, чтобы не участвовать в этих мероприятиях, потому что нынешняя Россия – это незаконно созданное государство. Путем, значит, подписания договора федеративного не по воле этих народов, а навязанный им договор теми коммунистами, которые еще раньше Советский Союз сидели во главе. Они лишили их права решать свою судьбу, и сегодня они заставляют и гонят на войну. Они их гнали и, скажем, и в Грузию, они гнали их и в Сирию, вы знаете, везде они посылали и наших, и других вот людей из нашего народа на войну. Они для этого им и нужны были, в принципе. Одновременно освободить те территории, которые, скажем, им нужны без этих людей, без этого населения. Это имперская позиция, и что там сейчас можно сказать, это то, что они сами должны, эти люди, решать этот вопрос. Помню, когда еще в 95 году наши
наш батальон во главе с Радуевым пошел в Первомайск, и они были окружены со всех сторон. И когда они были окружены, связь была с президентом Джохаром Дудаевым, и они оттуда позвонили и спросили, что делать на вот там 3 кольца сделали русские, значит, из войск, из КГБ и из МВД. Вот эти 3 кольца. И тогда я еще тогда смотрел, думал, что же он скажет. Он говорит, братья мои, говорит, готовьтесь предстать перед Всевышним. Вот что он мог им сказать. И тогда эти ребята, воодушевленные таким ответом, они как рванули оттуда, пройдя все эти 3 барьера, вышли и вернулись. Очень малые были потери, вернулись. То есть сегодня все, что там происходит в их руках сегодня. Вот что я могу сказать. Тем, кто не хочет воевать, тем, кто понимает, что происходит, и в то же время они находятся сегодня под пятой этой империи, которая пытается возродиться, расшириться, и в то же время, если она вот так ставит Америка вопрос, если она развалится, то половина этой империи якобы захватит Китай. Вот такая вот политика сегодня проводится в мире. Понимаете, вот что происходит, и мы должны об этом знать, и мы должны это понимать. Вот такая вот ситуация. Barkalājat. Масяна дерес слух, что комментарии сейчас хастер дала. Если вопрос, пишите, друзья. Давайте, пожалуйста. Готовы отвечать, слушать. Ну, здесь вопрос, здесь немножко ошибка, но правда ли, что при депортации в 1944 году погибло 500 тысяч чеченцев и ингушей? Каждый 4-й погиб. Правда ли это? По данным, которые есть у нас, были в архиве, еще в 1995 году наш архив тогда подсчитал, что наших людей выслали около 1 миллиона человек. Это значит, если мы говорим около, не пытаясь добавить, 1 миллион человек выслали. И когда они вернулись через 13 лет, их было только 400 тысяч человек. Представьте себе. И где-то 100 тысяч это были народившиеся дети. То есть они убили 700 тысяч наших людей в дороге, в пути, на месте. Когда выходили выселяли, они убивали на месте, топили в озерах, закапывали прямо в землю людей, которые лежали в больницах, выкапывали яму вот в Урус-Мартане, туда закапывали. То есть это было чудовищное действие, которое провела эта империя против нашего народа. Поэтому мы исходим из этого. Вот Хасан Бакаев, который наш историк, он это все разложил по полкам, и притом он это разложил так, что он пытался это даже уменьшить вот это, и все равно у него получилось около 1 миллиона человек. Представьте себе, вот что. Я тогда делали заключение, мы в этой войне, которая вот 5 агрессий было, потеряли более 250 тысяч, 250 тысяч человек. А когда нас высылали, мы потеряли, считайте, почти в 3 раза больше. Для нас более, как говорится, выгоднее бороться, нежели чтобы нас высылали. Вот в чем дело. Вот вам ответ. Баркал. Да. Так. По поводу вот событий, которые развиваются в Курске, как ты думаешь, уйдут украинцы из Курска, или же это отступные Украине за тот вред, который Россия нанесла? Ну, что можно делать? Это зависит от той политики, которую сегодня, значит, ведет, скажем,
украинское руководство, оно, конечно, будет согласовано с западными странами, я имею в виду Америкой. И по ходу дела это может в любой момент поменяться, так? Но в любом случае победа Украины нам необходима обязательно. И эта победа нам необходима не только для того, чтобы эти войска вышли, российские войска вывести из территории Украины. Необходимо обязательно ставить вопрос, и мы об этом говорим и ставили, не обязательно деоккупация территории Чеченской Республики Ичкерия, суверенное демократическое государство, деоккупация тех территорий, которые захвачены у Грузии и захвачены Молдову, ну, украинские, естественно. Это должно быть в комплексе. Тогда лишь мы можем говорить о том, что эта империя, значит, вернулась в статус-кво. Они утверждают, что наша территория была частью этой России, новой Российской Федерации. Мы полностью с вами знаем, что по всем документам, по всем принятым мероприятиям, которые было сделано, наша республика не входила в состав этой новой Российской Федерации России и была создана, как я уже сказал, еще до создания этой Российской Федерации России. Так что если Россия будет уходить, то ей следует, чтобы вот этот вопрос она сама добровольно решала. Нечего, знаете, вот это решили, а вот это не решили. Надо решать таким образом и принудить эту власть надо, чтобы она, значит, эти территории освободила. А то, что вот они говорят, если вот Россия, мол, проиграет, они развалятся, что выход России, Чеченской Республики Ичкерия, территории из состава России, что это есть эффект домино, это все неправда. Неправда, потому что по всем нормам, по всем документам, по всем мероприятиям Чеченская Республика, тогда она так называлась, была создана строго в рамках международного права, как и другие государства, которые вышли из Советского Союза. Поэтому на этом направлении мы трудимся, и все мы должны это знать. Эти вопросы должны в комплексе решаться, когда будет решаться вопрос о, значит, освобождении Украины. И мы должны ставить вопрос о том, что было сделано преступления, которые были совершены против нашего народа. Это все. Ага. Баркал. Баркалает. Мамедов говорит: Асан Аят, вы не удивляйтесь, если украинцы в ВСУ войдут, например, через Калининград или с Дальнего Востока. Можно сказать, это мои мечты. Есть такая информация от самих россиян, которые опасаются, что НАТО может нанести одновременно 1600 один залп 1600 ракет, их могут нанести несколько этих залпов, погрузят Россию в средневековье, и потом могут войти украинские войска. Возможно ли это, Аят? А куда они выйдут? Украинские войска войдут в Средневековье, когда они их забомбят? Мне Ну, кажется, что это какие-то мечты. Если они там забомбят, и эти 10 тысяч атомных боеголов, которые есть в нет. России, они могут быть, к примеру, взорваны, да, или что-то, то тогда, ну, этот вопрос такой, риторический. Я не могу сказать, какие планы могут быть. Конечно, разные могут быть планы, но это зависит от многих вопросов военного противостояния. И вы же не забывайте, мы должны не забывать, что там как говорится, на подступе затаившись сидит Китай, который хочет эти территории себе оттяпать, так? Так что России сегодня выгоднее всего отступить, изменить свою структуру власти, перейти на демократические основы, дать свободу этим республикам, которые незаконно они втянули в себя в 92 году, а территории, которые я назвал, нашу территорию, Грузии, освободить.
Вот если власть придет, скажем, в России другая, она должна этим заняться, если они не хотят, чтобы эта Россия практически вот такое состояние раздроблена не была. А, видимо, и Запад, как я вижу, не хочет, чтобы территория, скажем, вот Дальневосточия, Зауралье, все было под Китаем. Они не хотят этого. Они этого опасаются, они пишут об этом. И до сегодняшнего дня Запад, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, не отказались от принципа не применять оружие их для того, чтобы бить по России. Они не дали такого разрешения до сих пор. Мы же знаем с вами это. Где-то там какие-то есть нарушения, как бы, но в целом они разрешения не давали. Вот такая ситуация. Но если, допустим, они будут входить в Калининград, вот в Ичкерию, которую вы обозначили, которая является суверенным государством, Да, оккупировав да. Грузию, на Дальний Восток, в том числе вместе с Китаем поделят Дальний Восток. Ведь Россия ослабевает с каждым днем, каждый час. Но дело в том, что Запад и Соединенные Штаты Америки, как мы видим с вами, из-за того, что анализы идут, рассуждения, они не хотят это отдавать Китаю. Понимаете? Они не хотят это передавать Китаю. Какая мощная она станет после этого тогда? Там же Китай. такие запасы всех природных ископаемых, которые Россия просто не может использовать из-за того, что такая система у них тупая, скажем. Она просто не давала людям жить и гнобила людей, и все время пыталась расшириться, и только для того, чтобы сохранить себя как власть имперскую. В то время как надо было, вот помните, изменить эту систему власти и собрать те территории, которые добровольно войдут в эту, скажем, федерацию новую. А они сделали самостоятельно, навязали вот эту новую федерацию. То есть вот такое вот рассуждение. Конечно, развал России должен быть таковым, чтобы он потом не принес еще больше беды. Вот это опасается и Запад, и Америка, и я думаю, мы с вами тоже об этом думаем, так? Как бы это делать? Если изменится сама система власти в России, и туда придут другие люди, не эти, которые вот мы видим на Западе, либеральные такие демократы, которые здесь снова хотят прийти к власти и вместо Путина или другого, такие же, как они. А надо, чтобы, к примеру, я говорю, чтобы власть сюда пришли люди, которые понимают, что надо жить мирно со всеми, скажем, народами. Вот как, допустим, Европе, как вот Соединенные Штаты Америки. Там же разные народы, разные штаты. Они же живут по одним законам. То есть надо делать что-то такое. Это ситуация с этой имперской позицией, имперской составляющей этой территории, она неприемлема. Она постоянно убивает своих соседей и постоянно делает вылазки внутри своей страны, убивает то чеченцев, то других, то других, и всегда винит своих вот этих огрехах, которые есть, она винит эти народы для того, чтобы оправдать свою имперскость. Поэтому здесь очень много таких вопросов, которые сейчас мы с вами можем только рассуждать, а что будет? И тогда, когда вот это все, возможно, изменится, я думаю, что все равно они идут к тому, чтобы решить вопрос именно таким способом. То есть я имею в виду Запад. А что может сделать сегодня, скажем, население России? Да ничего они не делают, кроме того, что там выступают, они недовольны, какие-то движения у них пока не происходят, но люди недовольны. И если вот этот процесс там кто-то возглавит или какие-то движения, они объединятся, тогда что-то может быть изнутри. Но пока не видно их. Они есть, обозначены, но не видно, чтобы они что-то делали. Они должны понимать, что эти республики, которые, или эти территории, я имею в виду национальные, они должны оформиться как государство, они должны принять все те возможные варианты создания своего государства, как это сделала Чеченская республика,
значит, провести референдум или, значит, съезд народа, выбрать себе власть в этой республике, определить, какой путь они избирают. Или государство отдельно, или, значит, в составе какого-то другого государства, или в составе какого-то федеративного государства. И тогда они будут уже определены. Это нужно сделать и для этих республик. Они это должны понимать. А как им это сделать? Им это не дали сделать в 91 году, когда СССР развалился. И сейчас они будут, эти новые либеральные эти деятели, которые заявляют, вот это не надо, кто хочет там развалить. Вот Навальная, вот вы знаете, Юля там, которая выступает, продолжает палить своего мужа, или какие-то другие деятели, которых мы знаем с вами. Они об этом говорят. Поэтому здесь вопрос такой, знаете, тонкий. Его надо думать, как решать. А это в этом направлении, конечно, большую роль будет играть Запад. Запад, я имею в виду и Америку, и западные европейские страны. Вот что я думаю. Баркал Аят. Баркал. Вот ситуация, на мой взгляд, накручивается специально для того, чтобы стравить кавказские народы. В первую очередь речь идет о дагестанских народах, которые больше всего потеряли в Украине своих, из кавказских народов, потеряли своих людей. Там очень много военнослужащих, многие проходили службу у нас во время войны и Да-да. сейчас проходят. Ну, короче говоря, много таких. И что вы думаете по этому поводу, Аят? Что можно ожидать со стороны Дагестана и что мы должны сказать дагестанскому народу, не военным, нормальным людям, которые не хотели бы с нами? Ну, что можно сказать Дагестану? Дагестанцы – это наши братья, это извечные наши братья, которые мы должны жить вместе и в будущем, и жили в прошлом. Между нами всегда какой-то там огонь, они всегда провокации создавали, делали так, что мы потом должны были между собой спорить. Все вопросы, которые есть между нами на Кавказе, мы должны решать мирно. И если вот Дагестан, вот столько людей говорят во много раз больше, чем в других республиках, то здесь однозначно можно сказать только одно, что их провоцирует, помните, вот с этим еврейским самолетом, который они якобы хотели захватить, или еще другие какие-то провокации. То есть их легко там спровоцировать, а их против и чеченцев, и против других там, скажем, народов внутри провоцируют для того, чтобы они столкнулись. Некоторые из них, допустим, верят в эту Россию и работают на нее. Но в любом случае сейчас мы видим, что спасать своих сыновей они должны, во имя чего должны гибнуть эти сыновья, во имя чего они должны это делать. Да и вообще, во имя чего сегодня Россия напала, скажем, на Украину. Да не во имя чего, а просто потому, что они хотят свою власть сохранить. Власть, держащие вот эти вот имперцы, они развязали эту войну только с одной целью. Для того, чтобы, значит, обвинить во всех грехах, скажем, украинцев и сказать, что они виноваты от того, что мы так плохо живем, а самим жировать. А самим жировать, во власти находиться и постоянно двигаться, значит, в этом направлении дальше. Потом они найдут внутри какой-нибудь народ. Они наш народ столько лет, вот, скажем, убивали, так? А они теперь вот на дагестанцев, найдут они, где это? Это империя. Она захватывала среднеазиатские республики. Вы помните, сколько там они пролили крови. И теперь Дагестану только пожелать удачи, пожелать им успеха, вот что я могу сказать, и чтобы у них было, значит, понятие того, что их убивают в первую очередь, потому что они не нужны. Ни мы, ни другие Российской империи не нужны. Мы нужны им только для того, чтобы посылать как нашим пушечное мясо, и для того, чтобы потом мы находились на уровне второго, третьего, четвертого сорта в этой стране. Видите, языки отменили. Видите, во всех делах, значит, ущербное состояние этих народов, так?
все, что есть в этих республиках, все укачивает, все идет в центр, а потом назад, обратно почти ничего не идет. Они на таких условиях находятся плохих, так? А когда народы могли бы как-то сами развиваться и делать все для того, чтобы страна их или территория их, республика развивалась, и народы бы развивались и жили. Вот что, нужно, вот что я могу пожелать дагестанцам. Только это. А что мы можем предпринять для того, чтобы избежать? Вот мы видим, в России нагнетается против мигрантов, мусульман. Ну вот явно нагнетается эта ситуация уже много Я времени. вижу, да, это так, это так. А Это что нагнетается предпринимать? для того, чтобы сказать, что мусульмане во всем виноваты. А когда мусульман не хватит, они на христиан перейдут, или на буддистов, или на Конечно. других. Это все так у них. Они Да, как на вначале, когда украинцев. да, напали на нас, все говорили, это мусульмане, фанатики, все такое, эти ярлыки нам вешали. Потом, когда это они взяли, напали на христиан, грузин. Да, Потом они напали на христиан, братьев, как они говорили, украинцев. славян. Так Да-да. что это религия здесь играет только повод для того, чтобы решать свои вопросы. Это так. Религия не играет здесь, религия не организовывает военные действия, и народ не воюет. Это воюет только государство, это воюют только те страны, или во главе которой сидят, вот власть, она организует всегда войны, она нападает, она делает эти все преступные шаги. И если она преступна, надо ее призвать к порядку. Вот что я думаю. Мгм. А вот на уровне общественников, правозащитников или же президиума, правительства, есть ли какие-нибудь контакты? Вот я знаю, что есть Кавказский дом проект, еще со времен Джохар Дудаева и Зиада Гамсахурды. И есть ли какая-нибудь такая программа или же такие люди, с кем можно вести какие-нибудь диалоги, чтобы попробовать предотвратить вот эту эскалацию межнациональную? Ну, вот насколько мы с вами понимаем, еще лет 10-15 назад в России, в Москве были митинги, шествия. Там они иначе уходили на какие-то площади, там полиция везде захватывала, то в Санкт-Петербурге, то в других городах какие-то были эти движения общественно, других организаций. Там есть и другие общественные организации, которые не согласны с властью. И Мгм. что сегодня настолько они ужесточили вот эти все законы, даже за какой-нибудь там росчерк пера или нажатие кнопки в интернете они хватают, сажают на 10, а то 5, 10, а то 15 лет людей. То есть население запугано. То есть должен настать момент, когда народ перестанет бояться. Но пока этот момент не наступил, и, конечно, нужна организующая там сила, организующие люди. Как это будет и как будет, мы с вами не можем сказать, потому что пропаганда идет в России. Все, во всем виноват украинцы, во всем виноват Запад, во всем виноват то и другое, но не только они. Ну, движение вот, чувствуется сейчас, движение, которое есть, скажем, в самой России, так, где там недовольство он проявляется, есть это. Как бы там отдельные очаги есть, но это еще слабо, пока слабо развито. И их, наверное, тут же хватает, сажают или расстреливают. Что угодно они будут делать. Для них человек это, фу, стрельнуть, убить ничего не стоит. Это этой власти я имею в виду. Поэтому надо думать, как вот с этим вопросом сейчас здесь вот инициатива, которая идет от Украины, вот Украина, победа Украины, а это и есть тот стимул, который даст возможность сменить власть в России. Сменить власть в России. И в то же время мы говорим, мы, вот, чеченцы, наш президент, правительство, легитимная власть, мы говорим, при, значит, решении этого вопроса должен быть поставлен вопрос о деоккупации территории нашего государства, восстановлении там легитимной власти, возвращении территории Грузии, Молдове и так далее. То есть то, что не входило
по закону не входил и который был захвачен Россией, это должно быть освобождено, как и Украина. А там дальше уже пусть они, как говорится, решают внутри, и если там народ подымется, мы, конечно, будем солидарны с ними. Вот и все. Вот так я так думаю сейчас. Мгм. На данном этапе вот такая позиция. Баркова. Мгм. Баркова. Это. Так, тут были комментарии и вопросы. В фашистской Российской Федерации власти нет, так это не вопрос сейчас. Вот с этого вопроса начну. Алаш вот спрашивает, почему Америка не перекроет газ через Турцию? Они же могут это сделать. Все-таки доллары текут прямо в экономику России. Но это вопрос вот это экономического состояния Турции. Ведь Турция это член НАТО. Да. Да? Мгм. И они имеют ну, вооружение НАТО, там находится, их база и все. И в то же время Турция ведет такую гибкую политику, так скажем, в отношении России и Кавказа. Там у них такие дальновидные, может быть, как мы можем предполагать, цели и задачи. Перекрыть, не перекрыть. Но, видимо, то, что им угодно, то, что им выгодно, это Мгм. Турция и ее руководство пытается от этой экономической прибыли себе не делать убыток. И, наверное, это согласовано и с американцами, и с западными странами. Где-то они договариваются, есть такие договора, наверное, которые они между собой вот договариваются, но мы об этом можем не знать, потому что они наверху там договариваются, мы только видим, что есть. И, естественно, до сих пор Россия получает какие-то дивиденды от продажи нефти, газа и других ископаемых, это мы знаем. Так? И если бы этого всего не было, и полностью она была бы, значит, блокирована, и санкции бы были полностью, как бы, значит, закрыты она, то тогда бы ситуация была бы однозначная. Ну вот, и видите, через Китай, через другие республики или страны Россия получает даже и запасные части или через Иран. Кстати, через Иран там тоже проблема, я говорил. Они сейчас что-то столкнулись по поводу тех вопросов, которые на южной территории Кавказа не могут решить. Иран, Азербайджан, скажем, Армения, и сюда Мгм. и Россия вклинилась. Скорее всего, Россия здесь, вот я разговаривал, вклинивает сюда для того, чтобы там управлять этим процессом, вот, Россия. Они хотят там управлять этим процессом и быть там как бы разводящими. А Иран этого не хочет. Понимаете, вот так. Вот, мол, мы там в Азербайджане, мы там миротворцы, и мы будем там, мол, управлять. Вот такой у них такой вот посыл. Иран категорически против этого. То есть они столкнулись вот в интересах. Вот когда интересы вот так вот сталкиваются, хотя Иран дает и шахеды, и ракеты России, а вот экономические интересы, вот так вот они всплывают, они никуда не уходят, и вот такая ситуация. Они еще не решили, что делать, они там совещаются, встречаются, какие-то документы сегодня принимают. Что будет, посмотрим. Ну, в любом случае, вот это вот противодействие и на Южном Кавказе, это вопрос тоже очень серьезный. Вот там такой клубок, где, как говорится, уже такие государства, которые имеют очень большое население, по 100, по 120 миллионов, так? Вот Турция, Иран и другие, там и Израиль. Вот эти вещи все, они вот взаимосвязаны, и из этого положения, чтобы выйти, экономические интересы идут в любом случае на первом плане решаются. Экономические интересы – это первый план. То есть каждый кушать хочет, как говорят, понимаете? Если ты не будешь кушать, ты ничего не хочешь. Вот такая ситуация. Тут Эд говорит, что есть такая проблема известная,
что в Украине действуют агенты влияния России. И здесь вот Эд говорит: а я думаю, проблема в Украине. Это там много агентов фашистской Российской Федерации. Только в Госдуре фашистской Российской Федерации около 100 депутатов украинцев. У них много родственников и друзей в Украине. Некоторые из них работают в госслужбах, на госслужбе. Это проблема, Аят, или это все можно будет быстро решить? Нет, это нормальное явление в этой ситуации. Все понимают, что там много украинцев, но какую они позицию занимают, это другой вопрос. Вот там есть и наши национальности люди, так? Какую они позицию занимают, это тоже другой вопрос. Они выступают, они не могут там против нашего государства. Эти самозванцы, эти агенты влияния, а здесь они расплодились и на Западе, под разными знаменами, под Мгм. демократией, под, значит, либеральными, скажем, деятелями из числа нашего, скажем, народа тоже такие вот люди есть, и они здесь себя даже изображают властью. Они дошли до того, что, не имея никаких оснований, себя таковым называют. Поэтому вот это вот весь этот клубок, его нужно рассматривать и думать, чтобы оттуда где-то там, как говорится, не вышел запашок, который будет вредить решению этой проблемы, которую сейчас надо решить. В Украине их, скорее всего, достаточно, потому что Украина большая, они там где-то какая-то треть или четверть населения Украины были русские, так, как они говорят, и эти территории так или иначе пытаются, а, и эти люди, их, конечно, привлекают, их заставляют работать. Ну, конечно, это проблема целая, но за этой проблемой надо внимательно следить. Мы когда вот начинали вот строить свое государство, развивать его, нам тогда вот наивно казалось, к примеру, я знаю многих моих товарищей, казалось, что мы не можем, вот скажем, против, в пользу России что-то делать. А вот когда, я вам пример приведу, когда в 97 году был подписан договор о мире с Россией, Ельцин и Масхадов подписали, Мгм. и мы в парламенте пытались ратифицировать этот договор. Я как представитель комитета внешних связей и глава выносил этот вопрос на обсуждение парламента, и в течение полугода я не мог решить этот вопрос, чтобы они проголосовали и ратифицировали этот договор, то есть сделали его законом. Понимаете? В нашем парламенте находились такие люди, и у нас было подозрение, потом это все подтвердилось. То есть такие люди, есть такие интересы, и поэтому, конечно, это все надо учитывать, да. И люди, когда избирают людей, когда они идут на выборы, они не очень-то разбираются, кого они выбирают, но когда население политизировано, когда они знают, за кого голосуют, и избранная им власть является властью от народа, это хорошо. Но не всегда это бывает. Вот такая ситуация. Мгм. Возвращаясь, Аят, к той ситуации по поводу вот антииммигрантских, античеченских, антимусульманских настроений и вот этих провокаций. Да. Некто там один спикер есть чеченской национальности, который тоже уже возмущается, там, Абделаудинов, который возмущается тем, что они тоже кровь проливали, пот проливали за Россию, у них есть права там и так далее, права в России, место в России. И вообще в целом, исходя вот из этой ситуации, проигрыша в войне в Украине России, возможна ли гражданская война в России? М, Я не думаю, что они, вот эти люди, которых ты назвал спикерами, они сторонники Российской империи. Они за нее бьются. Это там высший эшелон власти, так? Мгм. А, они, если они перейдут на другую сторону, и там им неудобно будет, и там остаться неудобно,
чтоб там они не говорили, гражданская война будет не на этом уровне. Гражданская война будет на уровне, значит, низшего уровня, понимаете, столкновения, когда будет идти противостояние, скажем, внутри этих республик, территорий, которые там могут развязать, скажем, внешние или внутренние силы. Вот. Сама гражданская война, она бывает такой неожиданной, и споры здесь очень разные бывают. Эти люди не будут, мне кажется, мне не точненько, я уверен, эти люди не будут инициировать развал России, вот, о которых ты говоришь. А это им невыгодно. Они, наоборот, хотят ее сохранить, потому что они волнуются только за то, чтобы сейчас в их жизни их дети, они были обеспечены или они были при должностях. Это им нужно. А за будущее они не думают. Да как раз-таки это вот такая ситуация, на мой взгляд, не даст никакой ход. От них это не будет. Они будут как раз-таки против этой гражданской войны, эти люди. Да-да-да, они-то да, но они могут играть роль лидеров той и этой стороны, чтобы, как говорится, бояре дерутся, холопы, у холопов чубы трещат. Чтобы вот эту гражданскую войну отвлечь внимание от себя, от власти, которая сейчас фактически Россию превратила в нищую, обанкротившуюся изгой во всем мире. Может ли, чтобы вот возглавить вот эти противоборствующие стороны, запустить этот процесс для избежания самим ответственности как руководства? Я думаю, что это не спасет их в любом случае. Да, Они же умова. известны, чем они занимались. Они убивали и наших людей, и пытали. Конечно, Это были другие. Мы все эти дела знаем. да. Они должны раскаяться в своих делах, признать свои дела в будущем. Если это так, в какой-то степени, я не исключаю, что такие варианты некоторые могут быть, так? Но в любом случае наш народ должен быть объединен. Мы создали свое государство, и мы не должны участвовать в этом в гражданской войне России. У нас своя территория, свое государство, понимаешь? Вот мы должны об этом думать, потому что наша страна оккупирована, которая является созданным государством в рамках современного международного права. А Мгм. то, что другие народы, которые есть, они между собой там будут спорить или вот эту все гражданскую войну поднимать, это вопрос их. Мы, Мгм. я говорю, если вопрос идет где-то в той или иной мере, мы можем быть солидарны с ними, поддерживать их, если считаем нужным это. Вот так вот, не иначе. Мгм. Мы планируем жить, значит, как ты говорил, в Кавказском доме. Это все Кавказские республики, эти народы, которые есть, скажем, на территории Кавказа, и даже вот эти, и вплоть до Волгоградской, и далее территории, и чтобы они имели свои республики, то ли автономные, то ли еще, но чтобы они имели какие-то свои республики, чтобы они вот так вот жили. Вот что мы имеем в виду, и чтобы это было, все права людей соблюдались, независимо от нации, религии. Все вот, что мы должны делать в будущем. А то, что имперскую вот эту сохранить, имперскую вот эту власть или эту Россию, это не наш, как говорится, сегодня ход, хотя многие говорят, надо развалить Россию, развалить Россию. Да, можно было бы ее, скажем, чтобы они ее развалили, или мы бы развалили, но если после развала не получилось бы еще худшее, поэтому за этим очень строго следят западные, американские вот эти политики. Конечно, там тоже не очень-то ахти, которые мы не совсем поддерживаем их в некоторых вопросах, да, но все равно решение принимается вот на таком уровне. Даже американцы и все, они боятся, как бы это ни произошло, вот то, что сейчас ты спрашиваешь меня, и чтобы потом это все не оказалось под пятой раз захлопнут Китай. Они же могут туда выдать сразу сколько хочешь миллионов войск,
Раз взяли, вывели, скажем, миллионов 15 войск, и попробуй их, у них это потом отнять. Вот такая ситуация может случиться. Поэтому здесь вопрос вот такой. И это все затеял Путин и его команда имперская. Они думали, что они такие крепкие, они быстро все это решат. Они думали, у нас, когда на нас нападали, их этот министр обороны там заявлял, что мы за 2 часа возьмем Грозный. А получилось, что мы воевали с ними и продолжаем до сих пор, воевали до 2010 года и никогда не сдавались, и не подписывали никакой акт капитуляции с ними. Так что наше государство должно быть восстановлено. Об этом мы должны все знать, наши люди и наши друзья. Иначе другого хода нету. Для нас нету. Вопрос у империи стоит в том, чтобы уничтожить нас. Вот есть северокавказские народы, которые вообще они уничтожили. Вот я пример знаю, убыхи и другие народы, они Да. уничтожены совсем. И это работа, это империи. И мы на этой стадии находились еще в 824-5 году. Двухмиллионный народ чеченского народа был доведен до 120 тысяч. Представляете? До 100. 2 миллиона было. Они должны были за эти, скажем, 100 лет увеличиться в 3, 4, 5 раз, а их только 120 тысяч оставалось. Да. Вот что это такое. Это империя. Извините. А что такая ситуация? Да, совершенно верно. Друзья, я напоминаю, нас в YouTube смотрит почти 600 человек, в TikTok смотрят, в Telegram. Ой, друзья, пишите комментарии. У нас сегодня 67-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И тот, кто не видит Аяда Идигова, сообщаю вам, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Всем, кто находится в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не пишите комментарии, не ставьте лайков. Все остальные задавайте, у вас есть возможность, уникальная возможность, задавайте вопросы, и я их зачитаю. Так, дальше пойдем по комментариям. Так, тут сейчас. Ну, здесь вот Надка пишет, что Китай и так зайдет в Мордою и захопит все и захватит все до Байкала. Может, уже есть договоренность между сильными мира всего, чтобы раздербанить? Ну, я не знаю об этой договоренности. Об этом говорится очень много лет, даже, по-моему, десятки, или чуть ли не сотни лет, что Китай все время претендует на северные территории, которые были у них оттяпаны царской Россией когда-то. Мгм. Вот и все. А там уже видно будет. И так зайдет или не зайдет. Ну, по крайней мере, это вопрос стоит. Вот так вот мы считаем, да? Мгм. Да. Ну, есть такая поговорка, пословица китайская, что китайцы, ну, во-первых, не ведут наступательных войн, и известно из истории, по крайней мере, последние столетия. И есть такая у них пословица, что нужно сидеть у реки и ждать, пока проплывет труп твоего врага. И фактически получается, Китай мудро выжидает, и яблоко спелое может само упасть в руки Китаю. У них, да-да, у них это есть поговорка, но есть еще другая поговорка. Я помню, когда они напали на Вьетнам, они говорили, что мы пришли сюда урок преподать вьетнамцам.
Так что они не только ждут, но еще идут урок Ага. преподать. И, да, значит, идут все-таки. Да. Ясно. Мгм. Но не пойдут, да? Ну, ваше мнение, не пойдут? Или же Не, есть они, такие? они, если там ситуация не будет решительна для них, вряд ли они ринутся в эту мировую войну. Им невыгодно. Они сегодня экономически развиваются, так? Мгм. Экономически это уже вторая страна, она соперничает с Америкой даже, так? Поэтому и сегодня туда заходить и хватать это невыгодно, потому что она может все потерять, в принципе. Мгм. Потому что я так думаю, это мои вот их рассуждения. Они же, видите, как экономически стремительно развивается, какой у них каждый год прирост национального дохода, как они строят, как они делают, это видно. То есть они пошли по этому пути. Они влияют, скажем, на близлежащие вот эти территории, которые вокруг него Китая. Они влияют, уже внедрились, как мы с вами знаем, в Африку, и там они внедрились чуть ли не все страны мира. Вот смотрите, в Париже, Лондоне, в других городах, Китай города есть. А их немало, они по всему миру как бы. Экономическое вот это вот развитие для них, оно, мне кажется, наиболее важно, чем вот то, чтобы вот так вот сейчас рисковать. Рисковать они не будут, мне кажется. Вот, они будут делать, с моей точки зрения, если оно уже как бы само готово, вот это яблоко, как ты говоришь, да, созрело, и оно вот падает, вот тогда они его не упустят. Вот мне это кажется. Да-да-да, не упустят. Да, Дураков нет в Китае, да, короче да, говоря. да. Так, здесь Эд, как всегда, оптимистично заявляет, я думаю, говорит, Эд, Китай вернет тоже свои земли, развал фашистской Российской Федерации неизбежен, Япония вернет также свои территории, и всех преступников и систему будут судить. Мы еще, мы еще это будет, Аяд, наверное, будет свидетелем в суде. Ну, По- если меня пригласят, я буду сидеть слушать. Да, мула, скоро это произойдет. Да. И, и вот у нас тоже грузинский подписчик Георгий Сивадзе. Не пора, извиняюсь, если неправильно прочитал фамилию, не пора ли начать процесс объединения Кавказа для сотрудничества и развития? Вот как раз вначале мы об этом говорили. Но не то, что пора, а чтобы начать это пора, нужны какие-то властные структуры, правильно? Сегодня об этом в Грузии невозможно говорить на уровне власти, и в других республиках нет. Для них сейчас другая ситуация. Для того, чтобы вот это все, которое напряжение, которое есть в России, оно не определилось, как русские говорят, пока все не устаканилось, но мы планировать должны. Вот мы, допустим, президиум, мы ведем вот с властью Грузии, которые были еще во времена Гамсахурдия, с ними подписываем разные меморандумы, разные документы, планируем, говорим об этих всех делах. Есть даже декларации, которые мы принимаем. То есть мы это постоянно поднимаем и эти разговоры ведем. И здесь своих всех наших ну, скажем, передачах, встречах тоже об этом говорим, рассказываем, что это и как было. Вот недавно Алла выступала, она про это говорила. Вот Бессарон Гугушвили выступал, бывший премьер, министр Грузии, тоже об этом говорит. То есть все эти вопросы мы держим, как бы говорится, на примете. Вот такая вот работа идет. А так, чтобы там это поднялась и эта ситуация изменилась, сегодня же этого нет ни в Грузии, ни в Армении, Азербайджане, а тем более на территории нашей республики, которая оккупирована полностью. Вот такая ситуация. Конечно, вы правы, конечно, мы об этом думаем, и мы вот это вот вопрос не забываем.
Так, вот настаивает кот Бегемот на свой вопрос, Аят, и А, хотя преждевременный он, но все же. Кот Бегемот вопрошает, когда выборы президента Ичкерии, когда выборы президента Ичкерии, Аят? Выборы президента Ичкерии, как только, значит, наша страна будет деоккупирована, и, значит, там будут установлены условия для свободного волеизъявления, я думаю, что это будет где-то несколько месяцев или полгода, больше не знаю, для того, чтобы ситуация стабилизировалась. А для этого, чтобы мы там это сделали, нам необходимо работать на Западе по признанию нашего государства, которое было создано в рамках международного права по праву. Как вот сделала это Грузия, как это сделала, скажем, Украина. Над этим мы должны работать здесь на Западе, а здесь на Западе находятся разного рода агенты влияния или люди, которые не понимают проблему, которые работают против нас, чтобы нас не признали и думают, что не надо это, нам не нужен ни Запад, ни Восток, ничего, мы там пойдем, захватим власть. И вот, то есть такие вот, ну, скажем так, недальновидные цели ставят перед собой. Это нельзя делать, мы должны работать, объединявшись здесь о признании нашего государства. Вот Украина признала, и она обратилась ко всем международным организациям, странам с призывом поддержать и признать нашу республику как оккупированную Россией незаконно, осудить геноцид. Это для нас очень важно, и в этом направлении мы должны развивать свою работу на Западе. Но вот я вам говорю, вот эти агенты влияния, они этой работе препятствуют. Они придумают все, что угодно, но не только это, которое нужно, от него они, значит, как бы отмахиваются и не дают возможности развить здесь, проводя разные агитации. Вот эту работу предварительно надо сделать, понимаете? Вот мы об этом и говорим. Я думаю, говорит Эд, после развала фашистской Российской Федерации в Батуми будет 6-й флот США, в Ичкерии база и воздушный флот США, и союзу быть Кавказскому союзу, Кавказскому дому. Будет выгодно сотрудничать через Грузинское Черное море. Как вы смотрите на то, Аят, чтобы авиабаза была на территории Чеченской Республики Ичкерия? натовская, либо американская? Но, видите, здесь вопрос такой, что это должен решать наш народ, это должно решать наше правительство. Я-то думаю, что если на территории, скажем, Кавказского дома будут вот такие две-три базы, это вполне достаточно. Не надо в каждом углу, там, смотря какая там территория, в каждом углу насаждать эти базы, понимаете? Это будет достаточно вполне. А может быть, 2 базы. Где это будет наиболее удобно, это другой вопрос. Вот так я думаю. Ну, а если исходить из интересов чеченского народа, Аят, нам ведь было бы выгодно иметь, например, базу, Интересы чеченского народа в том, инвестиции. да-да-да. Да. Интересы чеченского народа не в том, чтобы военным путем решать эти проблемы, а мирным. И мирное созидательство, так? И в перспективе, если Россия вот преобразуется, может быть, эти базы и не нужны будут, так? Я об этом хочу Но сказать. она не преобразуется ж, мы знаем. Ну вот видишь, ты заранее все знаешь, тогда о чем мы беседуем с тобой? Нет, но демократии ж там не будет все равно, если не Ну, взять. посмотрим. Я и поэтому говорю, потому что мы же, просто говорим, что Да. может быть, мы даем возможность, чтобы вот такая, точка зрения существовала, так? А, для защиты, конечно, нам нужно было бы оружие, когда мы воевали против этой империи, и нас и нас когда убивали, то тогда, президент Клинтон там говорил, это демократ тогда: "Давайте решать этот вопрос малой кровью чечен". Давал по 10, по 6 или там еще больше миллиардов Деньги, для оружие того, давал, чтобы да-да, да. другой Оно стороне давал. да-да-да, российской стороне, Да, мол, да, там известно. решать. Они были
большом заблуждении, но сегодня они поняли, что если они бы не давали тогда и дали возможность нам, как говорится, закрепиться, то не было бы крови пролитой в Украине, в Грузии, в других местах, и Россия должна была бы тогда сесть, на, как говорится, на свое место. А они им позволили это делать. Почему? Снова экономические интересы, которые были, скажем, у западных и американских или других каких-то вот, скажем, сил. Ведь этот Запад, он неоднороден, понимаете? Здесь есть разные, разные движения. Вплоть чуть ли не до не фашистских нету открыто, да? Здесь разные движения. Вот, но как бы это значит свобода и все такое, но они такие партии, движения здесь есть. И когда вот какая-то вот такая вот партия или движение приходит к власти, например, как в Голландии, да, или Мгм. как в другой стране, то они проводят уже от имени народа эту политику, понимаете? Мгм. Поэтому здесь вот такие вот шаги, это должно быть связано с тем, что вот как вот эти вопросы решают предыдущие правительства, допустим, той Голландии или другой. Что это было? Я убежден, что там власти пришли такие люди, потому что там это все провоцировали кто? Провоцировали вот это антинациональные, там, против беженцев, против, скажем, для столкновений внутренней, значит, вот этой столкновений в самой Голландии, так? Там когда-то там убивали людей, убивали там беженцев, а вот их защищали другие. Этот, которого там убивал их там целыми, скажем, под сотню человек убил, он сидел в тюрьме, потом его выпустили, потом другие появились. То есть это неоднородная масса на Западе. Мы говорим, что демократия – это свобода, как говорится, личности, это свобода принятия, свобода принятия решений. То есть народ должен решать в этих странах. А это происходит. Но по большей части надо сказать, что на Западе вот эти вот силы, они все равно не побеждают. Они бывают там какой-то процент. Вот, допустим, столько стран на Западе, Европейском Союзе, только одна-две страны, скажем, там Венгрия, скажем, вот это, а остальные все-то не согласны с ними. Вот поэтому вот такая вот существует модель здесь. И мы должны думать тоже, что нам делать в этой ситуации. Может быть, это и правильно мы считаем, с одной стороны, но с другой стороны, впадать в какую-то там вообще в какую-то пропасть тоже нельзя. Вот я так думаю. Мгм. У меня здесь 2 комментария получилось. Да, Один в "Тикток", другой, в YouTube. Оба, да. диаметрально противоположные. Один утверждает, утверждает, если будет база США в Ичкерии, то это уже будет оккупация Чечении американцами, а это уже не свободная Чечения. Здесь же Эд говорит следующий комментарий. Аят говорит, база США – это железобетонная гарантия от агрессора. И, конечно же, инвестиции, Аят, которые пойдут, если будет и уверенно, и туризм будет, и деньги будут, и все будет. Но вы Какая знаете, что в этом ключе мы сейчас обсуждаем по меркам, которые мы сегодня имеем. А к Мгм. тому времени, как все это преобразуется, посмотрим. Понимаете, посмотрим тогда. Я не говорю ни да, ни нет, а потому что сегодня этот вопрос мы не можем решать. Я говорю, что вероятность того, что защита, если будет вот эта опасность, то нужна, конечно, в любом случае. Для нас это важно тоже. И в целом вообще всему Кавказу. И Не будет это как оккупация рассматриваться, Аят? Вот, если Не, это если это будет, принято такое добровольно. решение, это по согласованию, это по договору, это по всем так правилам. Это ж не просто так. Ну да. Понимаете? Если мы будем, скажем, членами НАТО, допустим, да, то тогда здесь и вопрос не стоит, это будет очень нормально, понимаете. Вот А так. есть а есть союзники военные. Нам в НАТО войти нужно будет очень много времени, а врагов у Не нас знаю, я не знаю.
Ведь не знаю, это как может быть, а там видно будет, как это, необходимость в этом будет или нет. Мы сейчас загадываем вперед, что может быть, а может вообще необходимость в этом и отпасть. Главное, сейчас Америка же нацелена на то, что она считает главным врагом, значит, Дальний Восток и Китай, который развивается стремительно экономически. А если экономически он развивается и достигнет каких-то там благ и будет чувствовать себя очень-очень уверенно, то тогда в один момент он может и, как говорится, меч вытащить, понимаете? Поэтому они считают, что этот очень такой вот этот район главный. А то, что нам там надо, это уже надо, мы должны думать сами, советуясь с народом, думая о том, что происходит в мире, не впадать в какие-то, значит, фантазии, там мы то сделаем, это сделаем. Нету ничего того, что мы можем сделать, минуя, скажем, то, что сегодня есть в мире. Вот мы должны придерживаться тех правил, мы вынуждены придерживаться тех правил, которые существуют сегодня в мире. Но в то же время мы не можем впасть в рабство, поддаться, и для того, чтобы вот наша территория была захвачена, и какие-то нам были насаждены власти, и марионеточные, или другие, мы не можем с этим согласиться. Наш народ принял решение, и на этой позиции мы стоим. Мгм. Окей. М. Так, я взял комментарий. Жди. Россия боится только язык силы, уважает, скажем так. В Турции 2 раза зарезали посла России, еще истребители уничтожили, Россия промолчала. Так ли это? Россия и понимает только язык силы, или же она еще и другой язык знает? Она другого языка не знает. Просто не знает. Не знает. Совершенно верно. Да. Коротко и ясно. Спасибо, Баркал. Мгм. И давно хотел, конечно же, мы говорим все теоретически, надежде на то, что сейчас изменения произойдут, но, допустим, происходят эти события, процесс пошел. Например, как утверждает, мечтает Эд Мамедов, со стороны там Батуми или еще откуда-то заходит американский флот, там освобождает Кавказ, там подписывает капитуляция Россия, и третье, десятое и так далее. Какие процессы, как и в какой последовательности будут происходить процессы в Чеченской Республике Ичкерия? Временное правительство, выборы, набор милиции, как все это? Вы Ну, же я стояли. уже ответил на этот вопрос, Мгм. что при освобождении нашей территории, и вначале признания ее на Западе, поддержки, скажем, остальными государствами и ООН, там, и другие, ну, поддержкой, да, то это будет говорить четко и ясно о том, что остальной мир поддерживает наше государство, они не держат нас, как бы, значит, под пятой у России. Много раз я бывал в разных международных организациях здесь на Западе, каких только не бывал, и в правительстве, везде встречался. Они всегда пытались сказать, что вы часть России. Когда мы им говорили, вот, почему вы так говорите, они улыбались тихо и молчали. То есть они были на стороне, понимаете, вот они были на стороне этой России. Поэтому для нас важно, чтобы этого не было. Даже, видите, в Украине она полномасштабное или скажем, состоявшееся государство, они на нее напали, на Грузию напали. Для нас важно подкрепление с точки зрения международного права, чтобы другие государства нас поддержали и признали, что в случае чего, чтобы мы могли бы иметь от них помощь
поддержку. Вот что нам нужно. И тогда восстановить свое государство, что бы там что ни говорил, да, потом, мы бы, значит, какой-то период нужен, конечно, чтобы восстановить. То есть какой-то короткий период времени для того, чтобы создать условия свободного волеизъявления. Что это значит? Это значит, чтобы все люди могли без давления внутри или внешне каких-то сил проголосовать за власть. Это свобода волеизъявления. Если это не будет, то сразу, значит, кто-нибудь там придет, начнет захватывать или говорить, там, навязывать. Поэтому это вопрос такой. Должна быть восстановлена легитимная власть нашего государства, временная, так, которая потом, значит, организует эти выборы, организует, и решить вопросы, предварительно решить вопросы своего, значит, сотрудничества с другими государствами мира. Вот так это должно происходить. Иначе это не может быть. Ясно. Баркает. Так. Так. Я вижу, здесь вот один написал: такой большой и верит в демократию. Да. А ты такой маленький, еще ничего не понимаешь. Другого нет, дорогой мой, кто бы ты там ни был. Другого нет. Сегодня в мире есть международное право, которое основано именно на этой демократии. И сегодня идет спор между диктаторским режимом и демократическим режимом. Диктаторский режим – это вот, скажем, режим, который есть в России, или который есть в Иране, или который есть в других вот на азиатских странах, где десятками годами сидят во главе деятели одной и той же семьи или одной и той же группы. Вот это диктаторские режимы. Они хотят веками управлять над этим народом, загнобив его, сделав рабами. А демократическое государство при всех его недостатках дает возможность каждому человеку в перспективе, если он учится, он толковый, или народ его уважает, чтобы каждые 4-5 лет можно было переизбрать и ставить другую власть в своей стране. Вот разница между диктаторскими и демократическими государствами. Конечно, в демократическом государстве есть тоже свои недостатки, которые, может, не приветствуем мы с вами. И есть действительно. Но вот этот водораздел мы должны понимать. А что, допустим, может этот человек, говорит, вот верить? Я не то, что верю, я знаю, что других нету. А ты не понимаешь, кто бы ты там ни был. Вот это вопрос такой. Давай. Ясно. Баркам. Баркамаса. Здесь кот Бегемот повторяет путинский нарратив и под видом якобы разбирающегося задает вопрос: а что скажете насчет миропорядка, основанного на правилах, которые США диктуют всем остальным? Нет, миропорядок, который диктует Соединенные Штаты Америки, он может быть, кому-то не устраивает. Но посмотрим, давайте, кого он не устраивает. Давайте посмотрим. Кого он не устраивает миропорядок, о котором говорит Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Российскую Америки. Русь его не устраивает.
Но Иран не не устраивают устроит. все арабские страны, не устраивают все африканские, малоразвитые, которые только сейчас начали. Не устраивают те государства, которые во главе сидят диктаторы. И в то же время я сказал, что те Мгм. мировой порядок, который хочет установить Соединенные Штаты Америки, если она будет обосновываться на, скажем, демократических принципов, а это свобода, я повторюсь, личности, это всеобщая декларация прав человека, которая дает человеку Мгм. возможность обладания информацией, передачи информации, возможность от свободу от политического преследования. То есть по политическим мотивам тебя не должны арестовывать, тебя не посадят вот в западных странах по твоих взглядам. Вот на Западе есть много там разных деятелей политических, а их не сажают, потому что они политические вопросы здесь не рассматривают. Тебе могут посадить за уголовное преступление и за экономическое, ну скажем так. Поэтому здесь надо рассматривать, что это такое и как. Если вы считаете, что этот вопрос миропорядок, который говорит американцы, что он плохой, я не знаю, хорош он или плох, но, по крайней мере, я считаю, из двух зол выбирает меньшее. Я считаю, что это меньшее зло в любом случае. Потому что американцы при всех их недостатках или при их высокогоноре, да, при том, при всем, вот у них в основе заложены вот эти принципы. А если они заложены, они нам с вами должны устраивать, и мы можем на этой основе действовать тоже. А что мы можем делать в диктаторском режиме, скажем, у Путина или у Ельцина? Так тебя убивать будут, расстреливать будут, пришлют тебе каждые 30-40 лет, тебя зачищать будут, убивать. Поэтому вот эти вещи надо видеть. Я так думаю. Мгм. Вот тут напомнили мне один вопрос интересный по поводу вот, Международного уголовного суда и ордера, выписанного на террориста Путина, вот там и других там около, говорят, до 10 000 там может быть фигурантов быть. И несмотря на это, террорист, ну, конечно же, заручившийся поддержкой и Китая и так далее, полетел в Монголию, страну, которая находится между Россией и Китаем. М, Почему его не задерживают? Почему разрешается, вот так ему путешествовать? И будут ли вообще задержания его и других террористов? Но они подписали эту конвенцию или какой-то договор, что он действительно такой, что они его считают таковым, так? Да, римский Но статут, вопрос, да. да, да. Но вопрос в том, что когда Путин туда полетел, он там какие-то экономические или другие вопросы пытался решить, это раз. А во-вторых, а, кто бы его там арестовал? Никто. Так они сразу бы его оттуда и освободили, и все такое. У него не было, у Монголии нет никакой силы, чтобы его, как говорится, арестовать. Нет. С одной стороны Китай, а с севера кто? Россия сама. Так они ее сразу зажали бы в 2, в это, и во-первых, а во-вторых, Монголия не способна это сделать. Мгм. Не политическим, ну, они записали это, ну, мы записали, мы с вами согласны, но они ничего не могут сделать, понимаете? Вот поэтому его они и не арестовали, поэтому они согласились, они говорят: что ж, мы подписали вам этот пакт, а кто-то там написал: если вы видели, что он прилетел к нам, и на этой территории он не должен быть, почему, скажем, западные или американские силы быстро реагировали, не приехали и сразу не арестовали и не увезли его? Они так говорят. Мы не могли, мы не в силах были, говорят они. А вы могли, почему не сделали это? Монголы или кто-то там писал, понимаете? А мы как могли бы его арестовать? Мы никак не могли это сделать. Это не в наших силах было. Но мы поддержали то, что вот его надо арестовать, международный документ подписали, и то, и все. А у нас не было никакой силы, вы нас, мол, подставили, они говорят, грубо. Ну, кто там писал. Вы нас подставили, а он приехал к нам и показал, что
вот я могу сюда приехать. И мы сейчас здесь вынуждены были с ним встречаться и говорить. Вот такое было, да. Мгм. Ясно, спасибо, Баркал. Да-да. Так. Он это прекрасно знал, поэтому полетел, говорит Лука. Да, Да, конечно. да, по договоренности, да, получается? Мгм. Так. Здесь вопрос по поводу там Натаньяху. Тоже МУС сейчас ведет расследование, и якобы США наложили вето на решение МУС. Задает вопрос и настаивает. Просто я скажу, что а, вето накладывать на решение МУС США не имеют права. Если бы имели бы право, то Россия бы давно наложила бы вето на решение о розыске и задержании террориста Путина. Поэтому чушь не пишите, и, м, и тогда будет вам счастье. М, Здесь мне вот писали, некоторые я общался, и все говорили, вот, что вот то, что было когда-то, что можно было бы вот взять, решать вопросы создания нашего государства в прошлые там века или другое дело, почему это не делается. То есть впадали в какое-то забытие и говорили, что те вопросы, которые относятся, скажем, к прошлому, 100, 200, 300, 400 лет, они пытаются их поднять и решать. Вот этому надо решить, то решить. Но я хочу напомнить еще раз, что в современном мире приняты а, современное международное право после окончания Второй мировой войны. Вот это современное международное право и базируется на основе личности, о которой я говорил, и дальше. И говорить о том, что какие-то другие, мол, законы, которые когда-то что-то были, сейчас это уходит. Этот пласт, он ушел в историю. мгм, Этот пласт вопросов, который был до принятия современного международного права, ушел в историю. Сейчас мы можем действовать только в рамках современного международного права. При всем его недостатке, при всех его изъянах, мы можем действовать только в этом плане. И все, что сегодня делает Россия или Китай, или другие, ухищряясь так или иначе, утверждая, что они это делают потому и потому, так, они выкручиваются где-то что-то, а для того, чтобы решать эти вопросы, они находятся в Совете Безопасности ООН, 5 стран, которые могут накладывать, как говорят, вето, решать, даже если он все вопрос там, значит, принял, а одна страна из этих 5 могут этот вопрос наложить, как говорится, вето и запретить его. То есть видите, какая сложность вот этого вот процесса. И в этом процессе, если мы свое созданное государство, мы говорим, нам оно не нужно, мы создадим другое государство, это говорит о том, что эти люди или эти наши противники говорят, что нашего государства нет и что мы являемся частью России. Это надо понять. мгм. Мы создали свое государство в рамках современного международного права при всех недостатках, которые есть. И в современном международном праве мы должны в этом направлении действовать. Других не может быть никаких шагов. Других не может быть и решения, тем более для таких народов малочисленных, как наш, хотя относительно считать можно его и не совсем малочисленно, но посмотрите, курды 40-50 миллионов, посмотрите там другие народы под 100 миллионов, не имеют своего государства до сих пор. А мы создали свое государство. Посмотрите, другие много народов. В мире 5000 народов, 5000 наций.
а Да. всего 200 государств. Понимаете, они должны этих 200 государств выйти и создать эти, скажем, 5000 государств, что ли. И вот те, которые создали свои государства, они должны как зеницу ока хранить это. Нам как бы, значит, это было дано сверху, свыше, и это да, мы сделали это. И некоторые наши люди начинают какие-то вещи говорить, вот это нам не надо, это там не должно быть, в то же время не понимая, о чем они сами говорят, куда они хотят втянуть то, что было принято нашим народом в рамках современного международного права. Восстановить это государство, воссоздав его, дальше, живя в этом мире с другими государствами, мы должны смотреть, что мы будем делать, а не сидя где-то в какой-то там, значит, стране, рассуждать о том, что вот это нам не надо, это мы сделаем, умничать. Эти разговоры, они не проходят. Вот о чем речь. Это вот такая сегодня ситуация в мире. То есть мы должны смотреть, какое мироздание сегодня. Допустим, сегодня мироздание вот такое. И вот то, что в этом мироздании есть, вот это начиная с 48 года прошлого века, мы в этом ключе должны свое место находить и становиться, и как как и народ, как государство развиваться. А эти 5000 государств, да, которые могут быть, Мгм. они этим и живут. Более того, я скажу, что в мире есть члены Организации Объединенных Наций, так, государства, около 40 государств, которые по численности населения и по территории меньше нашего государства. Запомните это. Знаете, Да. вот более 40 государств в мире есть, которые являются членами Организации Объединенных Наций, так, и которая по территории меньше нашего государства. А мы создали свое государство, а эти люди, которые это не понимают, пытаются вот эти вещи нам сказать и свести нас в какую-то дремучую ситуацию. Это нельзя допустить. Это говорят вот эти самозванцы, которые здесь, там протекторат, есть какие-то кавказские эмираты или еще что-то. Это все нереализуемо сегодня. Вот что я хочу сказать. Конечно, благие намерения, но это нереализуемо. Это невозможно. Мы можем говорить только о том, что было сделано в рамках современного международного права. А это мы создали свое государство при развале Советского Союза в 90-м году по всем правилам. И не каждому в мире дано это все. Нам это, скажем, счастье, как говорится, выпало, а мы и не ценим многие. Мы это ценим, наш народ ценит, и решение принял все. А некоторые наши вот так называемые лидеры, самозванцы, этим занимаются и мутят голову всем нашим людям и нашим друзьям, утверждая то или иное. Но это не пройдет. Не пройдет, потому что оно не проходит в этой ситуации. Мгм. Спасибо. Спасибо, Аят. Аят, как известно, Россия бомбила чеченские города, роддома, больницы, мечети, автовокзалы, совершала огромное количество военных преступлений, преступлений против человечности. Сейчас она творит то же самое в Украине, тоже мы видим, как она и роддома бомбит и так далее. И уже ордер выдан, как мы уже говорили, на арест вот этих террористов, фашистов, русистов. Скажите, пожалуйста, Аят, как вы думаете, Россия выдаст сама Путина, а, как когда-то Слободана Милошевича выдали сербы, русские выдадут Путина, либо он доживет до старости и его не выдадут? Есть такая возможность, такая вероятность? Вот знаешь, Аслан, на этот вопрос я не могу ответить. Выдаст или не выдаст. Ситуация может быть разной. Мгм. Он может еще до того, как выдадут его, где-нибудь договориться и уйти в подполье, гарантию получить, правильно?
он Конечно, может погибнуть, так? Могут. да. А это могут договориться внутри. Но это сейчас нету. А он может и продолжать оставаться, пока еще там во власти. Все зависит от того, как будут развиваться события, о которых мы говорили. И что может здесь сказать? Но Слободан Милошевич это, но он здесь открыто против него, его прямо взяли, арестовали, отвезли, посадили там в тюрьму, он сидел, потом М, умер. И другие там, это все было, это понятно. Они убивали людей, и всё. Здесь то же самое, так? Но вот видишь, он демонстрирует, что он, у него есть, значит, сообщники, Китай, ну, скажем, все те страны, которые, даже эти исламские так называемые государства. Исламские государства это не потому, что они приняли там специальные, значит, законы, связанные связанные с Кораном и Сунной. Исламские государства – это те государства, в которых проживает исламское население, большинство. Вот это тоже надо знать, понимаете? Потому мгм. что почему там бывают разные нарушения, почему они не принимают то или иное, почему, если бы они были именно такими государствами, как я сейчас сказал, да, когда М, наше население исламское убивали, ни одна из этих, так сказать, исламских государств не защитила нас. Она, наоборот, выступила, они все выступили на стороне Путина и Ельцина. Представляете? Поэтому да, здесь не надо путать вот эти вещи. Вера – это ты ответственен перед Всевышним сам, ты ответит. А государства не могут быть исламские или другие. Это так вот формально называть исламскими государствами, как можно называть христианские государства, там, буддийские государства, ну, по вере. А здесь вот то такое получается, говорят. Поэтому вот такая ситуация. мгм. Баркал, баркалла. Мгм. Так, здесь, был один вопрос от "Аргументы и факты". Говорит: "Ассаламу алейкум". Алейкум салам. Аргументы и факты. Создание, вот прокомментируйте, аят, пожалуйста, вот этот комментарий, вопрос, который вы неоднократно комментировали, но тоже очень важно еще очередной раз напомнить. Кто-то создает там исламский имарат, кто-то создает там еще какие-то симулякры, кто-то создает искусственные вещи, кто-то пытается по-настоящему действовать. И вот создание иного государства чревато политическими последствиями не в нашу пользу заявляет аргументы и факты. Деоккупация Ичкерии должна состояться на основе нашей Конституции с тем же государственным строем и так далее. Той же формой правления, то есть демократической формой правления. Прокомментируйте, пожалуйста, аят, чтобы Да, объяснить. это так, да, это так, потому что наше вот признание Грузии, Украины и другими там частями полугосударством, там Кипр, это все было связано, потому что мы такое государство, потому что это у нас такая конституция, другое государство не существует. А если кто-то говорит, что мы создадим какое-то государство, значит, они говорят, что мы создадим, на базе чего? Ведь наше государство оккупировано, значит, они говорят, что создадим как? Пойти военным путем, где-то что-то захватим? Или они говорят, вот мы создадим, то кто признает это государство, которое будет незаконно, скажем, не признано, и то, что признано остальным миром, скажем, некоторым государством, это отрицается, понимаете? Значит, получается, что они хотят создать это государство на основе, скажем, того, что это наша территория находится в составе какого-то государства, то есть Российской Федерации России. То есть речь идет, когда они это говорят, что мы являемся частью России, они говорят другими словами, понимаете? Другими словами говорят, что мы являемся частью России. А мы не являемся частью России, дорогие мои.
Мы создали свое государство, выйдя из Советского Союза. Вот в чем дело. Поэтому мы создадим, говорит, то говорит государство, да, то они очень и очень, значит, эту подоплеку или сами не понимают, или специально заводят людей в заблуждение. Мы должны восстановить свое государство в рамках современного международного права на основе нашей Конституции, и только лишь потом народ наш будет решать, что мы будем делать. То ли мы будем в Кавказском доме, то ли мы будем развиваться, то ли мы, значит, потом преобразуем это государство в рамках решения референдумов нашего народа. Вот что такое. А мы создадим, это ничего не значит. Это должно быть понятно всем, и это должны все знать. Вот что это такое. Мгм. Аят, известно, что Украина признала в октябре 22 года, признала Чеченскую республику Ичкерия, территорию Чеченской республики Ичкерия оккупированной, и что Россия совершила геноцид в отношении чеченского народа и Да. отправила документы в ООН для того, чтобы и другие страны последовали их примеру. И я знаю, и многие об этом знают, что это добился наш президиум. Благодаря Мгм. вам это все произошло, вам лично, Алле Дудаевой и многим другим, тех, кто состоят в нашем президиуме. И это фактически дает нам гарантию того, что после того, как фашистская Россия потерпит поражение и будет выплачивать контрибуции Украине, что мы, чеченцы, и Чеченская республика Ичкерия, не будет выплачивать, потому что Украина сама признает нашу территорию оккупированной и так далее. И это правильно. Какие еще, кроме того, чтобы, если бы мы строили бы другое государство, отказались от Ичкерии, там плюнули на нее, там еще что-то там придумали, а, какие еще, что мы террористами остаемся, не наказание там преступников. Можете перечислить вот эти все а, потери, которые понесет наш народ, если это В произойдет? случае, если вот то, что вот говорят, вот мы создадим свое государство, это ведет к тому, что подтверждает, допустим, в кавычках, хотят подтвердить, что мы действительно и террористы, и бандиты, что мы вместе в составе России, и что вместе с ними должны отстегивать контрибуцию для любой страны, которая Россия это напала, и вот это все на нас накладывается. И в то же время говорит о том, что мы в составе, вот скажем, этой Российской империи, как будто мы туда входили, так, добровольно, а мы не входили туда, я говорю. Мы вообще создали свое государство еще до создания этого Российской Федерации России. Поэтому это к нам не несет никакого, ни на какой нагрузки. И те, кто говорят, что это мы сделаем, они как раз-таки, зная это или не зная, а руководители, зная, вот эту политику проводят в пользу Кремля. Если они не знают, это им было давно сказано, об этом говорится везде, они должны это понимать. Они, не понимая это, людей вводят в заблуждение, как будто это можно, да. И мы не в ответе за то, что делает сегодня наш народ, не в ответе за то, что делает сегодня Кремль. Этих наших там людей, они насильно заставляют идти воевать и в Сирию, и в другие территории, и убивать. Как также они посылают, и начиная с Дальнего Востока, скажем, якутов, бурятов и другие народы, которые они тоже вынуждены под этим давлением идти. Это работа этой империи. Вот что хочу сказать. Поэтому это к нам не может относиться никак. Мы здесь не являемся. Мы оккупированная страна, как оккупированы части Грузии, как оккупированы части Украины. Поэтому здесь мы должны это четко понимать и разграничивать. Баркал. Аят, еще, если можно, еще минут давайте Да. 10, хотя бы 1 до 2 часов, чтобы мы просидели.
Арктика говорит: расскажите, пожалуйста, о тех чеченоговорящих блогерах, вещающих из Европы и пропагандирующих арабские ценности, ссылаясь на якобы основы ичкерийских принципов, вроде Ичкерия – демократическое государство. Но они фантазеры. Они фантазируют все, что им в голову взбредет. И главное, то, что они говорят, самое главное, это как раз-таки нужно Кремлю. Посмотрите, когда Да. они говорят об этих вещах и говорят, что наш народ они отталкивают в сторону, а наш Мгм. народ принял декларацию, то есть референдум принял традиционно для нашего народа, и принял решение о том, что мы создаем современное международное право, и на основе этого мы создали свое государство. А эти блогеры, кто бы они ни были, они тем самым говорят, что мы там вот на этой основе. Нет, мы являемся, они пытаются сказать, другими словами, они пытаются сказать, вот как там нам вводили, вот пытались столкнуть это противодействие внутри на религиозной основе, что якобы чеченский народ это еретики, что они неправильно, значит, своей религии относились. Нет, мы всегда были, наши предки были, скажем, кто верил, все были мусульманами. И разговоры о том, что какие-то новые деятели здесь ведут, которые в этом деле сами ничего не понимают, может быть, а может кто-то и понимает и делает это, да? Но в любом случае это в пользу Кремля. А раз это в пользу империи, то посмотрите, кто они и почему они служат. Вместо того, чтобы помогать нашей власти, усеченной форме президиуму, который является непосредственно избранные люди нашего государства, нашим народом, вместо этого они противодействуют нашей работе вот этими своими высказанными, вот этими умными завихрениями. Это все не относится к нашей государственности, не относится к нашему народу и является противной для того решения, которое принял наш народ, и служит именно кремлевской позиции империи. Вот вам ответ. Спасибо, Баркалай. Мгм. Баркал. Так, друзья, если есть комментарии, пишите вопросы, комментарии. Мы уже почти 2 часа в эфире, и мы уже будем заканчивать наш стрим. Если есть у вас желание задать вопрос, у вас есть уникальная возможность задать вопрос. Аят Дигов, соратник Джохара Дудаева, стоял у истоков нашего государства, человек, который знает все о нашем государстве, ну, почти все, много чего знает. Поэтому вы можете задать вопросы, и он вам любезно ответит. Конечно, Заур, задавай вопрос. Так, смотри, какой. Так. Аят, ну, давайте тогда, если нет больше вопросов, нету, если вам, Аят, нечего добавить всему сказанному, а, а, давайте закончим тогда, Аят, если вам нечего. Если хотите что-нибудь, прокомментируйте. Вот здесь кто-то написал шайтаны. Когда шайтаны пишут против нормальных людей шайтаны, они сами себя вскрывают. Вот я хочу сказать. Они сами себя вскрывают. Не надо здесь писать, если вы нормально, вам нечего больше сказать. У вас разум не работает в направлении логики, и вы начинаете шантаны и все такое здесь писать. Здесь мы эти вещи проходили и хорошо знаем. И аргументированно вам отвечаем на вопросы, которые вы задаете. Я не в том, чтобы спорить с ними, а просто призываю их. Конечно, это, наверное, российские боты там сидят, все это говорят и пишут. Это здесь не очень, но вообще-то просто я заметил это, поэтому говорю. Так что я что могу сказать? Я могу сказать, что наша задача здесь вот в этом
нашем информационном канале платформа открытого диалога, рассказать нашим людям, нашим друзьям в мире, что это было, как это было, какое государство мы строили, какую позицию сегодня мы занимаем. Я понимаю, что многие наши люди устали от всего этого, что многим людям это надоело, они не знают, что делать, как. Но когда им разъяснишь, что есть, что и как это было, то у них тогда может понятие измениться, и они подумают, что надо делать, и будут занимать какую-то правильную позицию, чтобы в будущем наши дети, наши внуки, они жили в лучшем мире, в лучшей ситуации, чем мы. Вот за это мы боремся. Мы хотим этого, и поэтому мы говорим здесь это. Мы не враги человечества, мы нормальные, вменяемые люди, чтобы там никто не говорил про нас. Мы были и есть людьми, которые человека любим. Мы не убивали людей. Мы, когда к нам с войной приходили эти русские, то вначале мы их всех пленных отдавали матерям. Просто отдавали матерям. Матеря приходили с России, просили, по всей Чечне ездили, и всех, и просто передавали назад, и говорили ничего. А они наших людей убивали, трупы не отдавали наши. И потом вот это все творилось. Мы не такие вот, наш народ не такой. Мы ни на кого никогда не нападали. Мы создали свое государство, и мы жили все время с того момента, как вот в современном мире создали, мирно развивались, и никаких захватывающих целей нигде не ставили. Мы только мирно решать хотели все вопросы, которые возникают. Поэтому я призываю вас всех понять, чем мы занимаемся. Мы не являемся, скажем, теми, которые жаждут крови. Нет, мы не жаждем крови. Мы хотим мирно жить в этом мире и развиваться. Если кто бы там ни был, другой или третий, скажем, какие бы они нации, народ ни были, если они не согласны с этим, мы не можем их поддерживать. Вот наша позиция. Баркоша. Баркалая, Дейрей Схуйль. И на последнем комментарии слава Джахару Дудаеву. На этом наш стрим мы можем завершать, Аят. Да-да, слава. Спасибо. Слава Спасибо. Джахару Дудаеву, слава Украине, героям славы. Да, Пусть всем Украина сынам победит. и дочерям, всем сынам Да, и дочерям, которые отдали свои да, жизни или сражались за свою родину и да. за свободу. Всего самого хорошего. Завтра у нас будет стрим на чеченском языке уже на канале. Я буду вести. Следующий стрим на платформе открытого диалога будет в субботу, тоже на чеченском языке. Всего самого хорошего, друзья. До свидания. Адикюэль Маршваль. Алик Марш Аль. До свидания всем. Спасибо.